Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Всю неделю Словению лихорадит. В городе Ново Место на юге-востоке Словении около 10 тысяч человек вышли на мирный митинг с лозунгами «С нас хватит». У медведей в этой стране больше прав, чем у словенцев. Причиной такого масштабного митинга стала трагедия, произошедшая неделю назад в городе Ново Место. В ночь с пятницы на субботу мужчине Алишу Шустеру из ночного клуба позвонил сын с просьбой встретить его, так как ему угрожала группа цыган. 48-летний Алиш направился в ночной бар, чтобы забрать оттуда своего сына. И там на него напали цыгане, жестоко избили, и от полученных травм он позже скончался в больнице. На следующий день полицейские осмелились задержать одного подозреваемого, 21-летнего цыгана. Задержанный молодой человек вины своей не признал, а результаты ДНК-тестов пока ничего не показали. Эта трагедия возмутила абсолютно всех словенцев. Повсеместная безнаказанность расширяет преступность. Очень часто цыганам удается уйти от ответственности. Им, например, разрешают не оплачивать штрафы, так как у них нет денег. И очень часто они получают условные сроки вместо реальных. И зная такую безнаказанность, цыгане устраивают беспредел и терроризируют местных жителей. Словенцы видят в этом огромную несправедливость, ведь они платят налоги, которые идут на соцобеспечение цыган. После бурной реакции в стране министру внутренних дел Баштияну Поклюкару и министру юстиции Андрею Катич пришлось уйти в отставку. В свою же очередь премьер-министр Голоб заявил: «Мы не должны использовать трагедию для разжигания ненависти». Также он добавил, что правительство подготовит новые меры безопасности. Он пообещал, что государственным учреждениям будут предоставлены более широкие полномочия для обеспечения безопасности. И заявил, что не намерен уходить с поста премьер-министра. «Моя отставка была бы бегством от ответственности. Моя задача – принимать меры и обеспечивать безопасность людей». Но людей речь премьер-министра не убедила, а возмутила. Президентка Наташа Пирц-Мусар созвала внеочередную сессию Национальной ассамблеи, где будут обсуждаться вопросы безопасности и сосуществования людей. Президентка заявила: закон должен применяться одинаково ко всем. Насилие никогда не является решением. В свою очередь президент Ассоциации цыган Словении Йожик Хорват Муц осудил насилие и выразил соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что цыганская община также должна решительно осудить эти преступные действия. Около бара, где произошла трагедия, в память о погибшем местные жители зажигают свечи. Хотя Словения считается безопасной страной, но все же и здесь не стоит расслабляться. На днях в центре Любляны у девушки украли новенький iPhone. Она отследила геолокацию и увидела, что ее телефон находится в лагере для беженцев. Обратилась в полицию за помощью, но полицейские отказались ей помочь, сославшись на незначительную стоимость телефона для открытия уголовного дела. И не рискнули идти с ней в лагерь для беженцев. Девушке пришлось распрощаться со своим телефоном, хотя она знала, где он находится. Наконец-то у пользователей Словении появился доступ к популярному приложению Vinted, которое дает возможность покупать и продавать подержанные вещи. Возможно, вам уже попадалась реклама данного приложения. Это наподобие Больхи, только данное приложение дает доступ к более широкому рынку, не только славянскому. В последние годы в Словении значительно увеличилось число случаев заражения чесоткой. Заражение происходит при тесном контакте людей в школах, в детских садах, в поликлиниках и домах престарелых. Опасность состоит еще и в том, что чесотку можно сразу не заметить и начать чесаться после контакта с зараженным человеком только через 2 недели. Специалисты призывают соблюдать правила гигиены, мыть руки сразу же после контакта с другими людьми. Многие люди считают, что водители BMW чаще других нарушают правила дорожного движения. И я сама это неоднократно наблюдала. В словенском городе Пиран какой-то вандал начал повреждать автомобили BMW. Несколько собственников BMW обратились с жалобами в полицию.
Преступник пока не пойман, но явным остается одно – он не является водителем BMW. Словенский новостной портал решил взять интервью у бездомного, который уже 18 лет продает газету в подземном переходе железнодорожного вокзала. 63-летний Борис со своей собакой Тоби рассказал новостному каналу, как он оказался на улице. Оказывается, он родился, вырос и жил в городе Брежице, где долгие годы работал на заводе. После производственной травмы он стал инвалидом, но, к сожалению, на инвалидную пенсию невозможно прожить. И поэтому ему пришлось перебраться в Любляну. А поскольку в Любляне цены на недвижимость нереально высоки, Борису пришлось стать в Любляне бомжом, ночевать в приютах, а днем продавать газету о жизни бомжей в подземном переходе. Раньше этот пост занимал мой приятель Марко. Он мне и рассказал об этой работе. После того, как Марко умер, я занял его место. И вот уже 18 лет я сижу здесь абсолютно каждый день. Борис не просто продает газету, он также очень любит помогать людям. Если лифт не работает, я помогаю людям поднять чемодан по лестнице. И сообщаю охраннику, если здесь что-то идет не так. Вот женщина хотела войти в лифт, а Борис любезно предупредил ее: «Мадам, лифт не работает». Борис также поделился с новостным порталом своим трагическим воспоминанием. Когда ему было 24 года, его 21-летняя беременная невеста погибла в автокатастрофе. Он долгие годы не мог смириться с этой потерей, пока в 40 лет не встретил свою новую возлюбленную, из-за которой он и переехал в Любляну. Сейчас он вместе со своей возлюбленной и собакой Тоби проживает свою вольную жизнь в Любляне. Мой репортаж о жизни бомжей в Любляне можете посмотреть у меня на канале, перейдя вот по этой ссылке. А если вы, как и Борис, планируете переехать в Любляну и вам необходима помощь в поиске жилья, а также помощь в оформлении всех необходимых документов, смело пишите мне на почту helga329@gmail.com. Ну и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая будет погода в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне температура от +6 до +14 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый 1-2 метра в секунду. Спасибо, Алиса. Это как лайк, только лучше. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!